Доброе утро! Рад вас всех приветствовать сегодня, в это прекрасное солнечное утро. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, благословим сегодняшнее собрание, и мы прославим Господа. Еще раз рад всех видеть. Если кто-то еще находится внизу, пожалуйста, поднимайтесь наверх. У нас есть места вот слева, есть первый ряд. Добро пожаловать, у нас нет дифференциации. Можно сидеть на первом ряду. Слава Богу за вас, за то, что вы здесь. Давайте мы благословим собрание сегодняшнее. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам, Господь. Благодарим, что мы можем приходить в это прекрасное здание, молиться Тебе и знать, что Ты слышишь, и Ты знаешь наши нужды, Ты слышишь наши все потребности, Господи. Ты знаешь все даже лучше нас самих. Господи, моя молитва о том, чтобы каждый человек сегодня получил то, в чем он нуждается, Господи. Может быть, даже кто-то, он сам не подозревает, но кому-то нужно ободрение какое-то. Кому-то нужна мотивация для чего-то, а кому-то нужно просто успокоение, Господь. Я прошу Тебя, наполняй сердца Твоим присутствием, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки и просим, двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь, Господь. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Давайте мы Господу дадим аплодисменты, ибо Он достоин. И прославим Его. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты лишь Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь Ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты лишь Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь Ты. Нет таких, как наш Бог. Скажи Ему: нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет
таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты лишь Господь. Аллилуйя. Нет таких, как Ты, наш Бог. И мы славим Тебя в этом месте за Твою силу и славу и Твои чудеса. Благодарим Тебя. Я верю в Тебя, Господь Иисус. Я верю Твоим словам, мой Бог. Верю я в силу Твою. Знаю, Ты никогда не оставишь меня. Знаю, будешь хранить меня всегда. Ты так сильно любишь меня. И все вместе. Я громко воскликну аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну аллилуйя. И мир Твой наполнит меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Ты меня исцелил, мою жизнь изменил, в мое сердце покой и мир излил. Ты меня освободил. И теперь каждый день я иду за Тобой, и Тебя не оставлю я, Бог мой. Навсегда я буду с Тобой. И выше руки. Я громко воскликну аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну аллилуйя. И мир Твой наполнит меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Когда воскликну я, Ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага Ты сокрушаешь, являешь силу Ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, Ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага Ты сокрушаешь, являешь силу Ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, Ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага Ты сокрушаешь, являешь силу Ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, Ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага Ты сокрушаешь, являешь силу Ты, когда воскликну я. Я громко воскликну аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут.
достоин всей славы наш Бог. Мы славим Тебя, Ты прекрасен и удивителен. О, как прекрасен Ты, мой Господь, Твои слова, Твоя любовь. О, как славен Ты, наш Господь, Твоя сила и Твой крест. Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. О, как прекрасен Ты, мой Господь, Твои слова, Твоя любовь. О, как славен Ты, мой Господь, Твоя сила и Твой крест. Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Распятый на кресте стал моим царем навеки. 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 Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава.
Бог. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Найду Тебе, Христос, верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной.
Спасибо, Господь, что Ты с нами в каждом дне. Помни, Ты сокрыт во Христе. В любых обстоятельствах и ситуациях Ты в Его руке, и Он никогда тебя не отпустит. Он любит тебя сильно. Отец наш небесный, имя Твое чтим, Ты силой и славой вовеки держишь мир. Пусть здесь на земле свет царства сияет, и пусть воля Твоя будет здесь, как на небесах. Отец наш небесный, имя Твое чтим, Ты силой и славой вовеки держишь мир. Пусть здесь на земле
Аллилуйя. Слава Богу! Давайте мы еще раз дадим Ему аплодисменты. Он достоин. Аллилуйя, Господь! Вся слава да будет Тебе на этом месте. Слава Богу! Аллилуйя! Господи, мы приносим перед Тобой все наши нужды, которые есть. Прямо сейчас, если у Тебя есть в чем-то нужда, когда мы будем молиться, просто проговаривая это Богу. Отец, мы просим Тебя, прежде всего, за каждого человека, у которого есть какой-либо недуг в нашем собрании, Господи, мы просим Тебя о полном исцелении, о полном восстановлении, Господь, во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за всех наших братьев и сестер, которых нет в собрании и у которых есть болезнь какая-то. Мы просим Тебя за нашу сестру Людмилу, Господи. У нее была операция, и предстоят дальше еще терапия, Господи. Просим Тебя, усмотри, пусть Твоя рука будет над ней. Господи, мы верим в исцеление, в том числе через врачей. Благослови ее, как мы ее благословляем, на полное восстановление, полное исцеление во имя Иисуса Христа. Запрещаем всякой болезни в ее жизни. Аллилуйя, Господи. Господи, мы просим Тебя также за мужа нашей сестры Оксаны, за Андрея. Им предстоит поездка в Москву. И предстоит операция. Господи, усмотри все. Усмотри поездку всю, Господи, где жить, что делать, чтобы все устроилось, Господь, чтобы могли найти жилье, чтобы с больницы все было хорошо, чтобы принимали везде, чтобы работало все как часы, нигде не отказывали, было безо всяких задержек, Господи. И мы просим Тебя, благослови врачей, все, что они будут делать, пусть пойдет только на пользу. Благослови их руки, Господи. И мы просим Тебя за него также. Господь, Ты любую ситуацию можешь повернуть во благо. Мы просим Тебя, пусть через эту ситуацию, может быть, Ты что-то покажешь ему, Господь, но мы просим Тебя об его полном исцелении также. Благослови его, Господи. Пусть будет здоров во имя Иисуса, Господи. Пусть это будет также свидетельство, может быть, для всех окружающих его, родственников, друзей, Господи. Яви свою славу. Отец, мы просим Тебя также за всякую нужду практическую, которая есть в нашей церкви у кого-либо. Начался новый учебный год, Господи, просим Тебя, усмотри, чтобы родители, чтобы родители школьников могли восполнить всякую нужду, которая есть. Пусть будет всякое устройство, Господь. Господи, мы просим Тебя, если кто-то ищет работу, дай идеи. Усмотри это место, Господь, чтобы была достойная зарплата, чтобы оставалось время на служение, на общение, Господь. Усмотри всякую ситуацию, Господи. Если кто-то нуждается в деньгах, дай идеи, где, как и что. Усмотри, Господи, это. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике. У Тебя одна церковь, много поместных общин. Мы просим Тебя за все церкви в нашем союзе по Дальнему Востоку и по всей России, Господи. Сейчас время, когда Ты открываешь сердца людей. Ты творишь что-то новое, Господи. Пусть каждая церковь, она войдет в свое предназначение, Господь. Благослови пасторов, благослови лидеров каждой церкви. Дай им слышать голос Твой, Господи. Дай им не быть надменными, Господи, но заботиться о пастве, заботиться о людях в тех городах, где они поставлены, в тех деревнях, Господь, в тех населенных пунктах во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы было единство между церквями во имя Иисуса, Господи. Просим Тебя также за нашего епископа Андрея Манжосова, нашего союза, а также за епископа начальствующего РосХВЕ. Господи, благослови, дай им мудрости, как поступать, что делать во имя Иисуса. Пусть Твое помазание, оно будет над ними. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за начальство нашего города, нашей республики и нашей страны. Господи, благослови нашего мэра, нашего главу республики, президента Российской Федерации. Господи, окружи их такими людьми, которые будут богобоязненны, которые будут оказывать положительное влияние на них. Дай им хороших советников, Господи. Пусть все, что они делают во благо народа. Пусть жизнь людей, она меняется к лучшему, Господи. Пусть продолжает, несмотря ни на какие обстоятельства, Господи.
Россия для Иисуса. Наша республика, она для Иисуса. Ты царь. Мы провозглашаем это. Пусть будет жизнь. Господи, и мы просим Тебя о том, чтобы как можно скорее наступил мир. Усмотри, мы просим Тебя за наших братьев, кто призван сейчас и находится в зоне боевых действий. Господи, пусть вернутся домой живые. Господи, пусть вернутся в семьи. Пусть Твоя рука, она уберегает их, Господи. Благослови. Благослови каждого. И благослови их, пока они там находятся. Дай им смелости свидетельствовать о Тебе. Дай им смелости нести Твое Слово, Твое Царство, где бы они ни находились. Во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Слава Богу! Еще раз, давайте мы поблагодарим прославление. У нас, заметили, да, музыкантов, мы никак не можем собраться все вместе. У нас то одни есть, то другие, но несмотря на это, я даже... Представьте, если все соберутся, как круто будет, да? Я верю, что тот день не за горами, и мы сможем собрать всех. Не садитесь, пожалуйста. У нас добрая традиция, у нас так много людей, постоянно какие-то миграции, уже можно идти куда-то. Возьмите минимум 3 людей, которых вы видите первый раз, или вы давно не видели, и скажите что-нибудь хорошее, благословите их. Просто будем это воплощать, не оставайтесь на месте. Смотрите, есть люди, которых вы видите первый раз, или вы благословите их. Хочешь, чтобы с собой дружили, будь сам дружелюбен. Воплощайте это в действие просто. Благословите. Можете коротко помолиться. Если не знаете что, скажите: как хорошо ты выглядишь. Слава Богу, пока мы общаемся, можно попросить детей, подростков выйти вперед перед сценой. Мы также за вас помолимся, благословим вас. Просьба только стол не трогать. Да, дети, подростки, выходите, пожалуйста. Все, можно тоже возвращаться на свои места. У нас будет вечером время в конце собрания, когда мы еще сможем пообщаться. Да, можно позвать всех, кто есть еще, может быть, внизу, дети. Итак, вы знаете, что у нас добрая традиция. На каждом собрании мы молимся за детей, мы их благословляем. Сегодняшний день у нас не исключение. Давайте мы их благословим и отпустим на детское служение. Аллилуйя, Господи! Благодарим Тебя за каждого ребенка в нашем собрании, за всех, кто сейчас присутствует, а также за всех, кого нет по каким-либо причинам, где бы они ни находились. Господи, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, я провозглашаю, что у них в жизни будут настоящие друзья. Пусть будет так, Господь. Дай им. Дай людей, на которых они могут опереться, на которых они могут положиться, и которые их никогда не предадут. Господи, но что бы ни происходило, я прошу Тебя, прежде всего, пусть у них в сердце будет знание того, что есть Небесный Отец,
который не меняется и на которого можно положиться, и к которому можно прийти. Я провозглашаю в их жизнь, что каждый из них в свое время сделает осознанный выбор, примет Тебя во имя Иисуса. Господи, дай им отличать добро от зла и не идти на компромисс со своей совестью. Выбирать хорошее, выбирать доброе. Пусть будет так. Аминь. Все, дети, можно спускаться вниз. Вроде бы выходило детей не так много, но из зала выходит чуть ли не половина. Учителя воскресной школы, да все остальные. Еще раз доброе утро, я рад всех вас видеть. Сегодня, знаете, во время прославления я понял, что нам нужна новая акустика. Потому что, когда много людей в зале, у нас колонки, они уже не вывозят просто. Ну, я понимаю, что вы можете сказать, что да не, просто доверьтесь мне, нужно. У нас просто приехал звукорежиссер, вы помните, Ренат, который приходил. Я хочу поделиться с вами, ну, он как наш звукорежиссер, мы его приглашаем. Вы знаете, он выиграл конкурс всероссийский, ведущий конкурс в стране, где награждение было в Большом театре. Как бы почувствуйте, на каждого победителя было по 500 тысяч призовых. То есть как бы 22 миллиона общий призовой фонд. Ну, то есть серьезное мероприятие. Кстати, глава республики даже Айсен Николаев, он опубликовал у себя в Инстаграме, что вот у нас звукорежиссер из Якутска победил. Вот, в общем, он победил в номинации «Звукорежиссура». Вот, то есть, молодец. Если Ренат будет видеть нас, мы тебя поздравляем. И он продолжает с нами сотрудничать. Слава Богу, это как бы тоже подчеркивает, что нужный человек. Вы знаете, мы еще, я не знаю, зачем я это говорю, но, наверное, нужно. Мы его отправляли на выставку, как отправляли? Попросили. Он все равно бы, наверное, туда поехал, но мы попросили, чтобы он по нашим нуждам тоже. Была большая выставка «Звук и свет» в городе Москва. И в этом году были изменения там. Было очень много китайских компаний, и не было европейских и американских. Вот. Но если кто не знает, «Звук и свет» — это в основном вот как раз западные страны. И нам просто нужна новая акустика. И до этого, до того, как все вот... Когда рубль упал, вот совсем недавно в очередной раз, бюджет был, мне говорили, 400-500 тысяч нам нужно на новые колонки. Сейчас он съездил, все выбрал, все обговорил, нам выставили счет, сколько это будет с доставкой до Якутска. Это 1 миллион 300 тысяч. И это немножко как бы не то, что я ожидал, но для Бога нет ничего невозможного. Знаете, чем больше я как бы об этом думаю, наверное, нам надо начать откладывать, как мы когда-то откладывали на ковровое покрытие. Знаете, как-то странно все время суммы увеличиваются. Что будет дальше, да? Вот, но я верю, что, знаете, когда я Ренату говорил, помоги нам сделать лучший малый зал в городе по акустике. Он уже сейчас приходит и говорит, у вас, говорит, оборудование такое, говорит, получше, чем во многих театрах в городе Якутске, как бы совсем не стыдно. И самое узкое звено у нас — это акустика. Знаете, можно делать вот инструменты купить дорогущие. Вот я хочу, чтобы у нас гитара была акустическая, как бы классная. Но как бы ты ни играл на гитаре, если у тебя стоят колоночки, которые пищат, они так и будут, она так и будет пищать. То есть нам нужно двигаться в эту сторону, и я верю, это будет прям просто прорыв. Вот. Да. Наверное, я это говорил, потому что мы сейчас десятинные пожертвования, вот я смотрю, чтобы нам не отвлекаться в конце собрания. Можно попросить вывести на реквизиты и ведра по собранию? Вы знаете, что церковь существует на десятинные пожертвования. Если вы первый раз в церкви, это не обязательно. Это добровольно вообще все. Написано, доброохотно дающего любит Бог. Поэтому, если ты первый раз, ты не понимаешь, что происходит, вообще не переживай. Но если ты не первый раз, если Господь, Он располагает тебя, потому что мы существуем с того, что мы даем. Сколько надавали, столько и получили. Да? То есть за все отвечает серебро, газ, свет, обслуживание, покупка оборудования, покупка авиабилетов и так далее, и так далее, и так далее.
Поэтому вы не вставайте, я помолюсь коротко, хорошо тоже? Господи, я прошу Тебя за каждого человека, который дает, когда-либо давал хоть что-то в церкви, Господи. Благослови их, как я их благословляю, Господи. Пусть рука не оскудеет, пусть будет все хорошо, просто в финансовой сфере. Я прошу Тебя, Господь, даже безотносительно этого, дай мудрости каждому человеку в нашем собрании, как распоряжаться деньгами. Дай мудрости в финансовой грамотности. Господи, дай мудрости жить по средствам. Господи, пусть это будет реальность в нашей жизни. Никому ничего должны, кроме взаимной любви. Пусть будут способны даже других благословлять, давать, и на все будет хватать. Пусть будет так, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, я на прошлом собрании делал анонс, что у нас будут гости. И у нас начался новый сезон, можно так сказать, Новый год. И я вам говорил, что мы запланировали на октябрь. Нет, не на октябрь, на ноябрь мы запланировали, на декабрь запланировали. Потом февраль, там март даже у нас есть какие-то планы, но Господь благ. И даже в октябре у нас вот гости. Ну как гости? Я думаю, что даже можно, не побоюсь сказать, наш человек. Все вы знаете, давайте поприветствуем Анна Рысматовна Сандыбаева. Да. Служитель, мама, бабушка, доктор теологии. Вот, и она сегодня поделится словом. Слава Господу! Мы с супругом приезжали в феврале сюда, и я вижу, как сильно изменился храм, и вижу очень много новых лиц, и мне это очень приятно. Это говорит о том, что Бог благ, и церковь переживает разные периоды, и про эти периоды мы сегодня будем говорить. Про нас с вами, про нашу личную жизнь, про нашу работу. Мы будем говорить про наше христианство, что оно всегда переживает или проходит какие-то испытания. И я передаю вам привет от своей церкви. Служу я здесь, я приехала уже 27 числа, и служу вот здесь на соседнем районе, в церкви Благословения. Там у них есть учеба, и я вот уже 4 дня с утра до вечера преподаю, еще 4 дня буду здесь тоже. У них там в храме живу. И вы знаете, я что поняла? Что Якутия – это очень сильно духовная территория. Это духовная территория. Знаете почему? Потому что местный народ, национальный народ, который составляет Республику Саха, коренной народ, он очень сильно знает духовный мир. Очень сильно знает духовный мир. В большей своей части, в большей своей массе народ Саха знает духовный мир. Поэтому, когда приходит Иисус, они открывают свое сердце, потому что понимают, что есть духи, и Бог, написано, это есть дух. Бог есть дух. Мы его никогда не видели, но люди, которые вот интуитивно чувствуют, что этот мир не ограничен человеческим или каким-то физическим, да, миром, природой и так далее, какими-то такими явлениями, люди чувствуют, что помимо вот этих духов есть еще и тот, кто управляет всем. Это Иисус Христос. Поэтому я вижу во многих церквах, как спасается коренное население, как спасаются те, которые населяют эту территорию. Поэтому слава Богу, что для Господа нет национальности. Он открывается тем, кто покорился Его благой, совершенной воле. Аминь. И я бы хотела, чтобы мы вместе помолились, потому что я верю, что молитва, она соединяет наши сердца. Отец, мы славим Тебя, Господь, и мы ради Тебя в этом собрании, Господь. Мы не пришли послушать человеческую мудрость, но мы пришли обогатиться Твоим Словом. Мы сегодня будем изучать Библию, Господь, и Ты ключевая личность в этом изучении. Мы благодарим Тебя. Пусть сегодня всякое возвышение, надмение, гордость, эгоизм,
всякое высокомерие, оно покорится Тебе, Господь. И мы сознательно выбираем идти за Тобой. Мы добровольно выбрали Тебя как Господа. Спасибо Тебе, что сегодня мы не поклоняемся нечистым духам, мы не поклоняемся идолам, сегодня мы не поклоняемся каким-то шоу-звездам или спортсменам. Ты наш Господь, Ты объект нашего поклонения. И мы бесконечно благодарны, что мы верим в живого, вечного Бога. Отец, спасибо Тебе за Твоего Сына. Аминь. Дорогие, моя проповедь называется, она да, как-то ее подключить? Да. Название там надо вывести. Так, это не то, но ближе, уже теплее. Теплее, хотя бы буквы появились, да? Я должна сама открыть презентацию как-то? Секундочку, да. Хорошо. Мы 2 месяца с супругом, пока открывается презентация, мы 2 месяца с супругом отдыхали на Камчатке. И мой муж, он рыбак, и в городе, мы живем во Владивостоке, и давно не был на рыбалке. Знаете, такая суета. Но вот пришло время, и Господь дал такую возможность. Мы жили тоже в храме, там комната была для того, чтобы кто-то останавливался. Вот. И я думала, мы с мужем проведем 2 месяца, но вы знаете, я почти все время жила там одна, в храме, а он за 300 километров был на рыбалке. Но когда счастлив муж, счастлива жена. Вот. Поэтому это я рассказываю, чем мы занимались в последнее время. Потом мы приехали с рыбалки, с отдыха, и к нам в гости приехала семья пастора со старшим сыном. Была большая пасторская конференция у нас, очень хорошая, очень плодотворная. Наш Северо-Восточный союз наметил курс, куда нам двигаться, как нам развиваться, на чем делать акцент и от чего-то, возможно, уходить. Была такая хорошая рабочая обстановка. Ваш пастор, он в совете пасторов, в совете епископа, вот, в таком узком кругу принимают решения и так далее. Так, мне нужно название проповеди. Включено? Не включено? Угу. Давай, Алексей, помоги. Так, мне надо первый самый слайд, название. Угу. Так, название. Еще? Назад. Не работает, да? Хорошо, давайте первый слайд. Тогда ничего страшного, будем вот так. Да, бывает так. Сейчас посмотрю, вот так. Самый первый слайд. Названия там нету, да? Нету названия? Хорошо. Ну ладно, самый первый тогда слайд. Моя проповедь называется «Когда бьет, но не разбивает». Когда бьет, но не разбивает. Мы посмотрим с вами одну очень такую известную и очень популярную в христианских церквах историю. Давайте мы сначала прочитаем место Писания. Прочитаем место Писания. Мне помогают? Ребята, самый первый слайд, где начинается Марка 4 глава с 31 по 41 стих. Есть? Контакт есть? Давайте, ждем. Алексей, не уходи пока оттуда. Угу. Отлично. Друзья, вот здесь мелким шрифтом, кто плохо видит, пожалуйста, открывайте ваши Библии или включайте их. Сейчас большинство людей включают Библии, либо открывайте, если у вас есть бумажная Библия. Мы прочитаем. Я специально на слайд поместила весь текст, который мы сегодня будем изучать. Итак, это Марка 4 глава с 35 по 41 стих. Марка 4 глава 35-41. Иисус говорит своим ученикам: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, были и другие лодки с ним. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?»
И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Дорогие, если вы хотя бы раз прочитали Библию, вы заметите, что у нас в Библии 4 Евангелия. И из 4 Евангелий в 3 эта история рассказана. Она показана нам, и 3 раза, когда она повторяется в Библии, эта история призывает обратить наше внимание, что здесь есть какое-то зерно, здесь какие-то важные истины мы можем отсюда вынести для нас, жизнеутверждающие, помогающие нам преодолеть какие-то события, какие-то непредвиденные обстоятельства. Итак, друзья, мы выведем несколько тезисов. Их, возможно, вы, если будете сами дома читать, исследовать Писание, возможно, у вас получится вывести намного больше, чем я, или это будут совершенно другие тезисы. Но я предлагаю вам погрузиться в изучение этого отрывка и предлагаю 3 тезиса, к которым я пришла, изучая этот текст. Итак, тезис 1. Маршрут, куда плыть, показал Иисус. Понимаете? Он сказал: переправимся на ту сторону. И Иисус показал путь, куда идти. И Иисус привел вас в то место, где вы сегодня находитесь. Например, на ту работу, где вы сегодня работаете. Может быть, в бизнес, может быть, в семью, может быть, в этот город, в эту церковь. Вы пришли 10 лет назад, или 15 лет назад, или 5 лет назад, или в этом году, но маршрут вам показал Иисус. Если вы уже двигаетесь как верующий, маршрут показывает Иисус, потому что вы слышите Его голос, вы знаете Его голос. Написано, что овцы знают Его голос. И мы не перепутаем Его голос ни с кем, если мы рядом с пастухом. Аминь. Если мы слышим другие голоса, из всех 1000 голосов, которые говорят в наши уши, в наше сердце, мы различаем голос доброго пастыря. И мы знаем, что Он поведет нас туда, где будет безопасность. Мы точно знаем, что нам будет там хорошо, потому что Он показывает нам маршрут. Мы не сами выбрали, но Он показал нам этот маршрут, поэтому мы сегодня находимся в церкви. И неважно в какой, но мы находимся в церкви, где проповедуют Иисуса Христа. Он сказал: давай пойдем туда, давайте сейчас все соберемся и пойдем туда. Но мы читали в тексте, что там было много народа. И вот на том берегу было очень много народа. Они трудились, они что-то делали, работали. То есть это не были бездельники, это были люди, посвященные своему делу. И Иисус говорит: надо теперь, мы поработали, все было хорошо, теперь переправимся и пойдем туда. То есть приходит время, когда наша деятельность может поменяться. Какие-то обстоятельства могут поменяться, но и нам нужно куда-то двинуться. Нам нужно перейти, может быть, на какой-то другой уровень, в учебе, допустим, в работе или в семье, может быть, сделать ремонт. И мы понимаем, что делать или не делать, но лучше сделать, конечно. И мы понимаем здесь, вот в этом отрывке, что ученики не сами сказали: Господи, давай переправимся на ту сторону. Он повел их, то есть маршрут, путь, направление определяет Иисус. И здесь, друзья, когда эти мужчины, уставшие, 12 человек, 13-й Иисус, им назначено новое направление, возникает много вопросов. И в головах у этих мужчин, возможно, были вопросы: а может, поужинаем сначала? А что мы там будем делать? А долго будем плыть? А те, которые умели управлять веслами, сразу думали: а кто будет грести? Там же не все в лодке будут рыбаки, правильно?
А может быть, кто-то подумал, какая-то странная компания. Это в начале Евангелия. В Марке, у Марка это 4 глава, у Матфея и у Луки тоже 8 глава, это начало. То есть они еще не притерлись, они еще друг об друга не обрезались, еще характеры друг друга, может быть, немножечко так накаляют, немножечко раздражают. И кто-то подумал, ну, Петр, наверное, будет грести, он рыбак. Ну, Андрей, наверное, тоже будет грести, хорошо, не только я один буду, а то на мне хотят вывести все, да? А остальные, наверное, будут спать, там, отдыхать, вот, наслаждаться видами красивыми, закатом, а я буду грести. Возможно, кто-то так думал, а кто-то думал, наверное, ой, какая странная компания, что-то вообще мне не хочется с ними в одной лодке плыть. Вот этот Петр выскочка постоянно лезет, то по воде хочу, то я тебя не предам, то, Господи, ты глаголы вечной жизни и так далее. А кто-то, наверное, смотрит на Фому и думает, а этот вообще каким образом с нами? Он же неверующий, он вообще все под сомнение ставит, он постоянно во всем сомневается. И там еще какие-то были такие, знаете, неадекватные революционеры, тоже такие, которые любили быть важными, первыми. И мамочка такая, знаете, за них просит у Иисуса, пусть мои сыночки будут один по правую, один по левую руку. Разные мысли были, разные вопросы. А кто вообще все эти люди, которые со мной здесь, в этой лодке? И я когда читала, думаю, слава Богу, женщин не было. Слава Богу, не было женщин, понимаете? Потому что там бы другие мысли уже приходили бы, да? Некоторые апостолы были женаты, но точно Петр был женат. Он, наверное, думал, что скажу жене? Сегодня должен был быть дома, а вдруг и вот это путешествие непонятное на вечер, да? Приду я вообще, что скажу, какие у меня аргументы, где был, с мужиками был, где? Ну, плыл туда, сказал Иисус идти. И вот разные мысли одолевают, понимаете? И слава Богу, что не было женщин. Да, я слышала, что кто-то сказал, слава Богу. Но так или иначе, дорогие, когда Бог дает нам какое-то направление, маршрут, у нас сразу в голове мысли, скакуны, они начинают бежать, и мы думаем, нам надо, это не надо. И потрудились, и вот комфорт сейчас хочется, комфорт. Что хочется? К диванчику, к пультику от телевизора или к гаджету своему, любимые видосы посмотреть, любимых блогеров, на которые мы подписаны, да? Либо наесться вечером котлет и сидеть там, чаев пить. В общем, хочется комфорта, либо по телефону просто ни о чем поговорить. То есть не хочется преодолевать что-то, это в ночь, понимаете, это в ночь, вечером. Это через несколько минут там, или 1,5-2 часа уже будут сумерки. И еще такой момент. Там были матерые рыбаки, если что. Это были точно Андрей и Петр. И они, у мужчин, которые занимаются рыбалкой, они четко понимают, погода, не погода. И если бы был хоть какой-то намек на бурю, они бы сказали, ребята, все отменяется, едем завтра, идем домой в комфорт, идем к женам, к детям, завтра, все дела завтра. Но они просто интуитивно, они даже не смотрели, они просто знали, что никакой бури не будет. Было ясное звездное небо, был абсолютный штиль, ничто не намекало, никакой грозы, никакого шторма, ничего не должно было случиться, ничего не предвещало никакой беды. И вот дальше, чтобы тебе отправиться на ту сторону с Иисусом, вот пойти по этому маршруту, тебе нужно выключить свои вопросы. Выключить. Это очень сложно. Это очень сложно, почти невозможно. Но тебе придется сфокусироваться на нем, на маршруте, на вот это. Тебе нужно довериться ему. Тебе нужно довериться. Для этого нужно быть мобильным. Вот смотрите, они показали, несмотря на то, что в голове был рой вопросов, каждый показал свою мобильность. Они сказали, окей, Господь, хорошо, много вопросов, но все равно в лодку лезем. В лодку лезем, понимаете? Показали свою мобильность. Дальше. Они согласились с его волей. Вот у меня следующий. Ой, молодцы. Ой, ну какие у вас там ребята сидят? Ну, даже указка не нужна. Вот телепаты просто.
на телепатическом уровне чувствуют, на телепатическом уровне знают, что делать. Матерые. Не трогай, все поняла. Матерые такие сразу знают, как надо с проповедником коннектить. Спасибо огромное. Значит, я все расслабилась, туда не смотрю, да? Вообще, супер. Всем расскажу, приеду. Хорошо. Значит, надо быть мобильным, выключить вопросы все. Выключить сомнения, тревоги, переживания, страхи, фантазии, человеческие и фанатично-религиозные. И вот они согласились с его волей. Они сказали: ладно, Господи, да, конечно, поедем. Это тем более Восток, и как бы старшему перечить не очень принято. Просто молча сели в лодке и поехали, приготовившись грести. Кто-то приготовился спать, потому что он не очень-то может грести и так далее. И следующее, друзья, очень важно принять то окружение, с которым ты пошел в этот маршрут, в этот путь. Друзья, это очень важно. Принять то окружение, с которым ты будешь проживать этот маршрут. Ты будешь проживать этот жизненный путь. Принять окружение. В первую очередь в семье. Это самый сложный момент. Самый сложный момент. Знаете почему? Ответ очень на поверхности лежит. Потому что окружение знает нас такие, какие мы есть. Знает нашу наготу, внутренность нашу, наши такие слабые стороны, нехорошие привычки, знают все наши ошибки и помнят еще часто, да, долго. Поэтому придется принять окружение. Вот эти мужчины, когда они стояли перед лодкой, не все хотели вместе. Лодка – это что такое? Это узкая такая штучка, в которой надо сидеть, и редко в какой можно лечь. Вы понимаете, да? Это не баркас какой-нибудь, там паром, корабль шикарный, да, катер. Это была лодка, в которой на корточках или как там, прямо на дне могли сидеть эти мужчины. Это очень древнее время. Это очень древнее время. Но тем не менее, они согласились принять друг друга и вошли. И поэтому пошли по Божьему маршруту, друзья. Иногда мы не можем принять то окружение, в которое помещает нас Господь. Потому что мы очень сильно оцениваем. Когда случается ДТП, вам обязательно назначают оценщика, эксперта. И вот он оценивает вашу машину, ее стоимость, стоимость фары или бампера. И вот мы, как этот оценщик, не профессионалы, но мы такие любители, знаете, мы постоянно оцениваем своих близких. Достойны они, недостойны нашего внимания, достойны и недостойны нашего уважения или любви. Постоянно вот у нас работает вот это счетчик, оценка. Сегодня тебе 5, а завтра тебе 2. Ну, исправишься, опять 5 получишь, понимаете? Вот вы представьте, если бы Иисус к нам так относился. И поэтому, если мы хотим быть волей Божьей, следовать Его маршруту, нам придется принять окружение, в которое Господь нас приглашает. Придется принять. И в этом, друзья, воля Его, благая, угодная, совершенная. Придется принять верующим друг друга. Придется, невозможно, знаете, так молиться: Господи, я хочу в эту церковь ходить, но убери вот эту сестру, чтобы ее не было. Пусть она приткнется, уйдет в какую-нибудь другую церковь, пусть с кем-нибудь поругается, ей станет противна наша церковь. Мы же не можем так молиться, правильно? Поэтому, если хотите быть в воле совершенной Божьей, придется принять окружение, как эти апостолы. Они приняли друг друга. Не всем Петр нравился. Он такой, знаете, вот когда мужчины, они такие, ну, надо быть скромным, не выпячиваться, а он постоянно выпячивался. Ой, и я хочу, как ты, Господи. Я тебя не предам. А потом раз и такой позор. Поэтому придется принять всяких, и гордых, и надменных. И тех, которые с грехами борются, тоже придется принять. И тех, которые любят быть на виду, любят много говорить, тоже придется принять. И тихих, и незаметных, скромных тоже. И, знаете, таких конфликтных, которые постоянно
ко всем придираются, постоянно ищут какие-то недочеты, тоже придется принять. Всех придется принять, потому что все в этой лодке признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Понимаете? Поэтому придется, друзья. Это совершенная и благая воля для нас. Самое лучшее, что мы можем сделать, находясь в церкви. Принять безропотно, без исследования каждого друг друга. Следующее. Это мы все в первом тезисе про маршрут. Да? И второй тезис, друзья. Буря неизбежна. Она неизбежна. У вас поменялся слайд? Это я контролирую. И контролеров тоже придется принять. Куда без них? Понимаете? Да. Да и с нездоровым контролем тоже придется принять. Конечно, ты будешь подальше от таких людей держаться, но все равно придется их принять. Мы все достойны принятия не по нашим делам, а потому что Иисус сделал великое дело на кресте. Буря неизбежна. Читаем. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой». В Луке, в этом тексте добавлена вот эта фраза «и они были в опасности». С греческого языка вот это словосочетание «и поднялась» имеет смысл внезапно великая буря. Понимаете? Внезапно. Мы с вами выяснили, что был штиль. Рыбаки – люди здравомыслящие. Они не пойдут в море или там на это большое озеро, если хотя бы какой-то намек будет. Потому что нужно быть адекватным человеком. И они вдруг внезапно столкнулись с препятствием. Внезапно пришла проблема. Никто не ожидал. Все было хорошо. Ладно, притерлись, все хорошо, и нам комфортно. Плыли вот по этой озерной глади. Наслаждались, разговаривали, может быть, оценивали свою работу сейчас. Вот мы в собрании там в большом какие-то вещи. А вот помню, такое чудесное было исцеление. Там кто-то покаялся в грехе, вот они обсуждали. И вдруг обсуждение прерывается резко. В греческом языке сказано, внезапно великая буря поднялась. Внезапно. Знаете? И интересно, друзья, что буря, вот само вот это событие, Иисус рассматривает, и авторы все рассматривают с точки зрения как не природное явление, а что-то, за чем стоит личность, понимаете? И мы потом на этом еще остановимся. И смотрите, буря поднялась, и волны бьют эту лодку. Бьют эту лодку. Лодка деревянная, не пластмассовая, не пластиковая, не железная, а деревянная. И мы не знаем, гвоздями или чем она была сколочена, но они оказались в опасности. И мало того, что били волны, внутрь пришли проблемы, прямо в лодку, понимаете? Вода наполнила ее. Вода наполнила ее. И они были в опасности. Мужчины, зрелые, взрослые, не трусы, которые преодолели всякие религиозные барьеры, всякое социальное давление, пошли за Иисусом, не стеснялись с Ним быть, они поняли, что они в опасности. Вот такой силы необычайной был шторм. Буря, друзья, это не просто вода там качается, это ветер шквальный. Это когда тебе надо стоять так, что ты немножечко не так, тебя может вообще выбросить, да, туда, в море. Ты преодолеваешь, ты усилия какие-то прилагаешь, чтобы выстоять. Это лодка с таким неровным дном, не плоским дном. И там помимо ветра еще затянуло небо. Смотрите, как все быстро происходит. Затягивается небо, нет солнца, и кажется, что ты погружаешься в тьму. Кажется, что ты завяз в какой-то проблеме. Это может быть разного рода проблема, финансовая, разрушение отношений. Вроде все было хорошо, но вот
какая-то череда и охлаждение в отношениях. Неважно, в какой сфере. Семья, дружба, церковь. Неважно, на работе с коллегами, с начальством. Ты чувствуешь, что ты что-то теряешь. Вот все было хорошо, ничего не предвещало грозы или проблемы. Но вот небо потемнело, солнца не видно. Во время грозы часто льет ливень. Если вы посмотрите, что такое шторм, это не только вот такие волны, да, по несколько метров, это всегда еще и молния, гроза, грохочет небо, льется ливень, и еще из моря эта вода на тебя хлещет. То есть это было сильнейшее испытание, и мужчины согласились, они поняли, что они в опасности, что они в опасности. И здесь я хочу аналогию провести с другим местом Писания. Мы прочитаем Матфея 7 главу с 24 по 27 стих. Матфея 7 глава с 24 по 27 стих. Вот здесь мысль тоже о том, что буря придет. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И есть другой человек, который слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Смотрите, дорогие, мудрый человек строит дом на камне, на основательном фундаменте, на несокрушимом фундаменте. Это Иисус Христос. И немудрый человек строит на светском, на мирском, на общечеловеческом основании, без Христа. И кажется, что тоже вроде бы те же самые материалы, понимаете? Но в основе лежит не та личность, не те ценности лежат. И к обоим приходит буря. На одной улице, в одном городе, в одной местности. Но буря приходит и на дом, который построен на камне, и на дом, который на песке. Понимаете? Бури не избежать. Испытаний, вызовов не избежать. Давления не избежать. Поэтому бурю никто не сможет избежать. Мы возвращаемся во второй тезис, и вот у нас там такая фраза «остаться нельзя уйти». Когда ты уже в буре, тебе некуда деться, понимаешь? Они уже отплыли, и где-то в середине озера нахлынула эта буря. Внезапно. И когда такое происходит, ты не можешь назад уже к берегу, вот оттуда, откуда ты отчалил. И до точки, в которую Бог хочет тебя видеть, еще время должно пройти. Где вы поставите запятую? Помните сказку? Казнить нельзя помиловать. Остаться нельзя уйти. Остаться нельзя уйти. Или остаться нельзя уйти. Где вы поставите запятую? У каждого по мере веры. У каждого по мере веры. Остаться в несовершенной такой лодке, где такие не очень приятные люди. Или остаться, и ты не знаешь до конца, что мы там будем делать. Нам сказали, да, мы идем туда, мы идем в Царство Божье, нам сказали. Я здесь говорю о том, остаться в христианстве, остаться с Богом или нет. Или нельзя остаться, надо уйти. Нам Библия и проповедники обещают хорошую жизнь после смерти. Да? Что у нас не будет болезней, не будет горя, не будет вот этих проблем, которые давят на нас. Вот этого давления не будет. Но многие из нас не могут до конца маршрута дойти. Спрыгивают с этой лодки и терпят кораблекрушение.
Обратно плыть уже, наверное, сил нет. А туда еще не дошли, потому что устали, либо слишком испугались, паника, истерика. Слава Богу, что эти 12 апостолов остались в лодке. Их не охватила такая, знаете, дикая паника, что они не спрыгнули в этом хаосе и обратно не поплыли к берегу. Поэтому во время бури тебе некуда бежать, тебе придется остаться в этой лодке. Тебе придется остаться с этими людьми, которые, возможно, тебя не очень устраивают. Придется остаться в Царстве Божьем, если ты хочешь до конца дойти. И в этой буре, друзья, если мы перекладываем это на нашу жизнь, то это стрессы, неопределенность, неоправданные надежды, ожидания, неверные решения, экономические, социальные, душевные потрясения и так далее. И так далее. Это все бури наши, которые мы проходим. Каждый свою, у каждого свое испытание. Иногда кажется, когда, знаете, буря такая сильная, кажется, что за что ты меня наказываешь? Что я сделал не так? Вот эти 12 апостолов, что они сделали не так, в чем они провинились, что, будучи с Иисусом, их постигла такая напасть. Что они сделали не так? И тебе кажется, что ты в чем-то грешен, в чем-то провинился. Если это правда, то, наверное, да. Последствия приходят. Но часто бури приходят без всякой предпосылки. Приходят, потому что ты Сын Божий, потому что ты дочь Божия, и ты горячо любимым. Ты горячо любимый. Ты горячо любимый Богом. Поэтому к тебе приходят эти бури, социальные потрясения. И сегодня есть такой термин хроническая тревожность. Хроническая тревожность – это жирный маркер современного общества во всем мире. Друзья, хроническая тревожность. Не просто стрессы, не просто мы в страхах живем, а у нас хроническая тревожность. Мы постоянно. И знаете, самое серьезное последствие хронической тревожности – это страхи беспочвенного характера. Понимаете? Это фантазии, это когда тебе просто так делают и ты уже, все, страх у тебя, понимаешь? Ты боишься того, чего еще не случилось и, возможно, никогда не случится. Вот это плод хронической тревожности. Потому что мы смотрим на бурю человеческими глазами. Мы смотрим на вызовы, стрессы, давление человеческими глазами. И когда мы не видим дальше, чем вот эта вся проблема, накапливается вот эта тревога, и появляется хроническая тревожность, и тогда наш воспаленный мозг фантазирует разные проблемы, которых вообще ни в духовном, ни в физическом мире вообще нет, не существует. Они существуют только в нашей голове. Понимаете? И вот у бури всегда есть начало, кульминация и конец. Буря не сразу такая раз и вспыхнула. Они поняли, что начинается буря. Хоть и внезапно, но она начинается, у нее есть начало, понимаете? У нее есть начало. Есть самая высокая точка, когда там все вот так вихрь крутит, когда все кричат, не знают, когда такая дезориентация у человека. Он не знает, что делать, он растерян, дезориентирован в этой кульминации. И есть конец, есть затишье, когда буря утихает. И вот мы всегда в буре боремся с видимыми причинами, с теми, которые сейчас на поверхности, с причинами видимыми. И как мы действуем? Смотрите на слайд. Начало бури, начало проблем, у нас шаблон. Мы действуем по шаблону, как привыкли, понимаете? Пришла проблема, у нас, как говорится, навыки приучены чувствам. Не духовным,
а плотским поступкам. Мы начинаем действовать. Что делали апостолы? Представьте вот этих мужчин, когда они увидели, что буря начинается так, что там паруса, давайте все посмотрим, давайте это, давайте то. Самые бывалые матерые команды давали, а те, которые впервые, возможно, попали в такое состояние, они, наверное, вообще вот у них их все сковало, и они такие сели, может быть, кто как вел себя. Но у всех вначале действует шаблон, стереотип, привычка, утвержденная, закорененная в нашем характере, в нашем мышлении. Понимаете? Потом кульминация. И когда мы все свое привычное вначале реализовали, и это не работает, воду черпаем, лодку держим, да? Весла, возможно, в это время теряем и так далее, и не знаем, что делать. Вот самая кульминация в этом пике приходит страх и бессилие. Мы понимаем, что мы в опасности. Господи, мы тонем. Где Ты, Господи? Что я сделал не так? Мы какие-то такие причины находим вот здесь, на поверхности, ищем это все. И потом понимаем, что да, нам нужна помощь от Господа. Вот здесь только, когда мы израсходовали все свои человеческие ресурсы, притянули этих, притянули тех, попросили в долг или там еще что-то сделали, взяли кредит или пошли там, поставили на место кого-то, да, наехали на кого-то. Вот в самом пике вот все наше человеческое проявляется. Вот этот страх, бессилие, тревога, вот на самой высоте. Вот эта кульминация бури, понимаете, эпицентр бури, когда мы вот входим в этот самый вот этот стрессовый момент. И когда видим, что ничего не можем сделать, только тогда вспоминаем, что у нас есть Иисус. Только тогда говорим: ой, у нас же Господь здесь спит, вот Он. Вот Он же лежит. И заметьте, что Он на корме, вот как корма – это, которая направляет путь, да, ну, как нос лодки. Он там лежит. И мы вспоминаем, и что мы так, вот же Он лежит. И вот Ефесянам 6 глава, 12 стих. «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Ефесянам 6:12. Это место говорит, что не с поверхностными причинами, последствиями надо справляться. Эти ребята, которые в лодке, они видели только вот это все бушевание, которое было сверху. А Иисус, друзья, когда они Его разбудили, Он начал работать с причинами. И вы знаете, интересно, что Он спал на корме на возглавии. То есть Он всегда на месте, там, где Ему нужно быть. Он всегда там, где Он должен быть. Возглавлять наш путь. Быть пастырем, показывать, куда идти. Не туда, а вон туда плывем. Не с теми, а с этими плывем, понимаете? Я не в той лодке, а в этой лодке. Друзья, это надо знать как свое ФИО, имя, фамилия. Вот так надо знать. Ты можешь забыть имя, фамилия, ударился головой, забыл, как тебя зовут. Но ты должен знать, что Иисус всегда в твоей лодке. Он всегда с тобой, Он никуда не делся, понимаете? Он не в тех лодках, а в твоей лодке, там, где ты. Там, где эпицентр событий, Он там. И вот Иисус вместе с тобой. Но вместе с тобой не только Иисус, но и другие братья и сестры, которые также надеются на Него, как и ты. Поэтому всегда знай, что ты не один. Там, где все крутило, тебе казалось, что сейчас такая великая опасность, что все рухнет, все, что ты строил, что ты созидал, на чем зарабатывал, получал образование или, допустим, разрушена семья. Но ты должен знать, что ты сейчас не только с Иисусом, но и с другими, которые также могут помочь тебе, могут ободрить и сказать, вот я просто представляю, когда
вот эти эмоциональные мужчины. А вы знаете, что евреи, они очень эмоциональные. И там все такие не тихие мужчины были, кроме, может быть, некоторых. И вот какие возгласы, какие фразы вообще, как они там себя вели во время вот этого всего. Вы можете только представить, как себя ведут мужчины, да? И ты должен знать, что вместе подвергаются испытаниям все в этой лодке. Но каждый по-своему переживает. Каждый по-своему переживает. И вот, друзья, я хочу сделать выводы. Я хочу сделать выводы. Вывод первый. Он всегда знает, куда нам надо. Мы можем не знать, до конца не видеть. Не знать, будет ли еда в лодке, а одеяло будет или нет, а кто там, а будет интересная компания или нет, а мне там дадут чем-то заниматься или просто мной будут пренебрегать, а меня будут уважать в этой лодке или не будут, зарплата будет, не будет. То есть много вопросов, понимаете? Много вопросов. И на них нет ответов. Но есть самый главный ответ – Иисус. Самый главный ответ – это Иисус. Далее, с нами не случайные люди. Повернись к соседу и скажи: мы не случайно здесь. Мы не случайно здесь. Друзья, мы не случайны друг другу, поверьте. Мы не случайные, мы не проходимцы друг другу. Мы не просто прохожие по бульвару там. Мы дети одного Отца. Мы братья, сестры по крови Иисуса Христа. Да, разные национальности, разные мама, папа, да. Но один Отец. Мы не случайны друг другу. Не случайны, понимаете? В самолете могут вместе сидеть случайные люди. В церкви не случайные. Это очень важно понимать. В лодке был каждый, кто должен был быть. Случайного никого не было. И дальше. Буря бьет, но не разбивает. Немножечко ошибка там. Буря бьет, но не разбивает. Она не разобьет, не надо переживать. Даже если вот проблема внутрь войдет, в сердце, придет стресс тяжелый, тревога, депрессия, выход есть. Он недалеко, он здесь, на корме, на расстоянии протянутой руки. Просто скажи: Господи, Ты так нужен мне. И вы знаете, когда мы читаем, вот первый слайд нам нужен, где сам текст. И смотрите, вот здесь. И встав, когда они его разбудили, они ему сказали: Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? То есть вспомнили, а потом начинают его упрекать, да? Вот это как бы так свойственно людям. Господи, Ты куда смотришь? И сказал, и встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. Вот здесь такой акцент. И Иисус смотрел на бурю с духовной точки зрения. Не волны, а есть враг, который хочет сломить, чтобы ты не доехал, не дошел до конца маршрута. Он хочет тебя дезинформировать, он хочет тебя дезориентировать, он хочет, чтобы ты потерялся в этой опасности. Понимаете? Враг не дремлет и не спит. Как рыкающий лев хочет поглотить тех, которые не в лодке. Но Иисус встал и морю сказал, как живому существу, как личности: умолкни, перестань. Вы знаете, что в греческом языке там написано, он сказал: закрой рот. Представляете, как сильно? Он сказал духу, нечистому духу: закрой рот. И написано: ветер утих, духи повинуются Иисусу Христу. Нечистые духи повинуются Иисусу Христу. Все стихии повинуются Иисусу Христу. И было полное послушание этих духов. Море стало сразу гладким, спокойным. И мы читаем: и сделалась великая тишина. Друзья, испытания, давление, стресс, тревога всегда пройдет. Есть конец. У бури есть начало, кульминация и конец. Понимаете?
Поэтому нам нужно сразу обратиться к Иисусу Христу. Не стараться своими силами все решить. Когда вы обратитесь к Нему во время бури, не ждите эпицентра, чтобы увеличилась опасность, увеличилась ваша тревога. Чувствуете, накатывает буря, сразу просите. Сразу просите, чтобы Он дал мудрости, как это пройти. И Он даст вам план, Он даст вам решение. И вам не надо будет, знаете, в панике черпать там чем, шапками, что у них было, чем они черпали воду, или ладошками вот этими. Это безрезультатно. Это не принесет, человеческое, плотское не принесет результата. Но когда вы помолитесь и скажете: Господи, помоги мне с этим справиться, помоги мне это преодолеть, Он даст хороший план. Это будет самый лучший план, потому что Он знает маршрут, и Он знает, как утихомирить эту бурю. Аминь. И, конечно, Он их упрекает, говорит, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Друзья, но у нас есть вера. Мы не те ученики уже. Аминь. У нас есть вера. Если у вас нет веры, тогда это ваш адрес упрек. Тогда Иисус говорит: что ты подумал, что в твоей финансовой проблеме нет меня? Но я хочу спросить у тебя, как ты думаешь, почему я, находясь рядом, сейчас пока смотрю на тебя, я хочу увидеть, как ты себя ведешь в этой проблеме? Ты думал, что у тебя сейчас такая болезнь, и меня нет рядом? Болезнь закончится, но я хочу посмотреть, как ты себя ведешь в этой болезни. Ты думал, у тебя сейчас какой-то кризис, и я не вижу этого? И он спрашивает: а где твоя вера? Но ты должен знать, что в эту бурю у тебя должно что-то вырасти в характере. У тебя должно появиться какое-то новое качество, которое поможет тебе в дальнейшем преодолевать эти бури, которые неизбежны. Друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы всегда знали, что Иисус в эпицентре с нами в этой буре, что Он никогда не покинет лодку, Он не оставит нас. Он всегда поможет нам преодолеть. Главное, нам надо вовремя обратиться к Нему. И мы помолимся. Давайте мы помолимся. Вы можете оставаться на местах. Сидите. Мы еще успеем встать, мы еще будем петь. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Писание Твое, за Библию. И мы смотрели Твое послание, Твое Евангелие. Мы смотрели эту чудесную историю, где Ты непосредственно принимал участие. Ты был главной личностью в этой истории, Господь. И мы сегодня эту историю через свое сердце прожили, Господи. Спасибо Тебе. Спасибо за те выводы, которые Ты дал моим братьям и сестрам. Спасибо за те решения, которые кто-то принял сегодня, Дух Святой. Пусть это утвердится, Господи. Пусть сегодня мир придет, как вот эта великая тишина после бури. Чтобы каждый был уверен, что Ты в эпицентре бури, что Ты не оставил. Пусть каждый знает, что он не одинок, что конец бури придет. Господи, благослови, чтобы в это сложное время, если кто-то из нас, какой-то брат или какая-то сестра проходит трудные времена, чтобы это было не зря, чтобы в характере, в личности выработались какие-то новые, сильные качества. Благослови, Господь. Благослови. Мы благодарны Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, если среди нас есть человек, который не рожден свыше, не знает Иисуса Христа, не знаком, не христианин или не принимал молитву покаяния, вы можете выйти сюда, и я к вам спущусь, и мы помолимся за вас. Есть такой человек? Библия говорит, что сегодня день спасения. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы мы обрели жизнь вечную, и чтобы мы всегда в жизненном плавании
жили с Ним. Поэтому, пожалуйста, вы можете прийти. Если вы не хотите выходить сюда, хотя бы руку поднимите, мы так за вас помолимся. Хорошо. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит нас. Он всегда на расстоянии вытянутой руки. Слава Господу! Да, большое спасибо. Слава Богу. Вы знаете, что 2000 лет, больше, церковь не нарушает традицию. То таинство, которое заповедовал нам делать, совершать наш Господь Иисус Христос. Это причастие или хлебопреломление. И сегодня мы принимаем причастие или хлебопреломление. Я хочу просто сказать, что если вы принимали водное крещение, если вы принимали Христа как своего Господа и Спасителя, вы можете принимать причастие. Неважно в какой церкви, да, потому что, я надеюсь, вас крестили не в церковь, а в Иисуса Христа. Да? Если вы это принимали, вы можете принимать. И вы помните, что мы начали делать это несколько по-особенному. И сегодня я хочу, чтобы мы продолжили это. И мы будем делать это следующим образом. Мы сейчас по очереди, начиная вот с левого от меня крыла, с правого крыла от вас, мы будем выходить, мы будем брать сок, мы будем брать хлеб, возвращаться на свои места и не принимать сразу. Хорошо? Нужно взять, вернуться на свои места. И даже не на свои места, но мы разобьемся по 5 человек группы. Можно поставить стулья в круг, 5, максимум 6 человек. Больше не нужно. Хорошо? Поощряется, если вы будете с людьми, которые вам не знакомы. Для чего это также? Я верю, что это хорошее время, знаете, причастие. Мы не только часть, мы часть тела Иисуса Христа, но что это означает? Мы соединяемся не только с Ним, но мы соединяемся друг с другом, потому что наши братья и сестры вокруг, они также являются частью этого тела. И мы будем строить эти взаимоскрепляющие связи. Мы возьмем, мы вернемся, мы помолимся, благословим это все, вместе примем, как одно тело одновременно, и мы возьмем какое-то время для того, чтобы пообщаться. Я хочу, чтобы каждый в группе по 5 человек, если вы не знаете друг друга, познакомьтесь. Спросите, как зовут человека, чем он занимается. Хорошо? И мы возьмем буквально какое-то время, может быть, 10 минут на это. Важно, чтобы каждый мог чем-то поделиться. Может быть, есть какая-то нужда, помолитесь, благословите человека. Хорошо? И потом мы спустимся вниз и продолжим это общение, которое вы начнете здесь. Можно будет там перекусить. Аминь. Хорошо, давайте мы поднимемся на наши ноги, и мы благословим этот сок и этот хлеб. Боже, Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Благодарим за Его смерть. Иисус, мы делаем это, вспоминая о Тебе с благодарностью. Именно благодаря Твоей крови, которая была пролита за нас, мы имеем спасение. Не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Ты все сделал, Господи. Прямо сейчас мы освящаем этот сок и говорим, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас. И мы освящаем этот хлеб и провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. Принимаем все с чувством благодарности, вспоминая о Тебе и утверждая, что Ты победил смерть, что мы одно тело, мы часть Тебя. И весь Божий народ сказал: аминь.
можно приходить. Давайте мы вот так будем, да, подходить с этой стороны и потом возвращаться. Каждый возьмет по кусочку хлеба, по стаканчику, и пока вы стоите, можно организовать вот в круг прямо, у нас стулья двигаются, по 5 человек прямо подвиньтесь так, чтобы видеть друг друга, сидеть друг другу лицом. Да, и здесь, когда взяли, можно сразу проходить, здесь не оставаться. Да, возвращаться можно вот через тот коридор, чтобы у нас движение было. То есть взять, пройти и вернуться потом.